Детский сад, когда будет построен, ну уже все, Даленда вот уже за капсулу заложили, в воскресенье начинают, и к концу года Даленда Чапигишан. На повестке самые наболевшие вопросы. О чем говорилось на сходе граждан селения Барсуки, расскажет Светлана Томова. Плотно будем работать с Министерством образования Республики Ингушетия, плотно будем работать с военно-учетными столами. Взять на особый контроль процесс прохождения службы в армии. Юнузбек Евкуров дал ряд поручений новому военкому региона. У нас была обустроена детская площадка, беседка, подъезды асфальтированы, парковочные места. Ну и самое главное, сейчас мы огородили, так сказать, дворовую территорию. Теперь детям есть где играть. Жители селения Али-Юрт празднуют открытие новой дворовой территории. Наши студенты работают, в принципе, во всех структурах и в республике, и за пределами республики. Лекции, семинары и экзамены уже позади. Студенты Института экономики и правоведения получили дипломы об окончании вуза. Мне очень понравилось, что зрители очень активные, с характером, экспрессивные. Это очень нравится, и шоу становится динамичным. Ленивые морские артисты с гастролями в Ингушетии. В регионе проходит водное шоу байкальских нерв. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. На территории сельского поселения Барсуки сегодня состоялась закладка капсулы в основание будущего детского сада на 220 мест. В церемонии закладки послания будущим поколениям принял участие глава Ингушетии Юнузбек Евкуров. Он выразил уверенность, что новый детский сад закроет вопрос обеспеченности сельского поселения объектами дошкольного образования. Строительство объекта проводится в рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах страны дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет. Общий объем финансирования строительства детского сада составляет более 131 миллиона рублей. Также в рамках программы в 2019 году в Барсуках планируется строительство школы на 720 мест. Глава региона посетил также в сельском поселении другие социальные объекты, которые будут достроены в ближайшее время. Фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры. Здесь же, в сельском поселении Барсуки, состоялся сход граждан, в котором принял участие глава Ингушетии. Юнузбек Евкуров пообщался с местными жителями, ответил на все интересующие их вопросы. Встреча продлилась несколько часов. О том, какие вопросы поднимались на сходе и когда они найдут свое решение, в репортаже Светланы Томовой. Больше 100 человек сегодня собралось на сходе граждан с участием главы Ингушетии. Здесь старейшины, местные депутаты, общественные деятели и просто неравнодушные жители сельского поселения Барсуки. В начале встречи Юнузбек Евкуров предложил обсудить вопросы развития села, а личные просьбы, если таковые имеются, попросил передать его помощникам. Глава региона подчеркнул, что всегда готов к открытому общению со всеми жителями республики. Все, что власть делает, это не говорит о том, что вы нам обязаны. Власть делает то, что обязана перед вами. И то делать не все, что должно быть. Поэтому здесь говорить о том, что мы вам построили садики, школы, а вы нам теперь благодарите нас, это неправильно. Это наша обязанность. А ваша обязанность максимально учить детей, воспитывать детей. И делать все, чтобы содержать то, что мы строим, держать в чистоте свое село, согласие, мир, ну и так далее. Первый вопрос из зала о необходимости пастбища для скота. По словам местного жителя, поле, куда раньше сельчане выгоняли свой скот, теперь занято частниками. Мужчина попросил главу решить возникшую проблему, закрепив за селом участок земли, который можно будет беспрепятствованно использовать для выпаса скота. Он имеет закрепить просто делано. Во-первых, я это узнавал, это даже не подвластно, даже место администрации. А за по этим пастбищам Исрапал Фахаен. Уже как минимум Сашидян, по всем селам в председатель парламента, председатель парламента, все земли, земля отводит под пастбище, хавати, лясажда.
Во-первых, федеральный по закону никто не имеет права ничего строить. Но опять же, депутаты же юртда в общественном совете. Что с Хаголби, а ваш сбор хабыт вашиш. Все фудизя, ахоша. Что дикр маладер, я же багриш Хаголби, ханяк фаях. Такер ходил, через неделю мы придем. Хогол жоп дал, хани лят качат, муча качат, фудовой углят там, муча долберян. Так ваш сбор хабиб без вашиш. Также местные жители обратились к главе Ингушетии с просьбой не убирать мини-футбольное поле для детей у федеральной трассы. Юнузбек Евкуров отметил, что такое решение было принято из-за неудобного расположения. Поле лежит вблизи опасного участка дороги, и чтобы на него попасть, нужно перейти скоростную трассу, что совсем небезопасно для детей и подростков. Более 30 тысяч машин заниматься бирж, цитатютес. А шаг лучше Андрес. А диар он мы его жаждем. Затем речь зашла об улице Картоева, жители которой посетовали на то, что водители маршрутных автобусов на Назрань-Барсуке отказываются ездить по разбитой дороге. В таком состоянии дорожное полотно находится уже несколько лет. По нему же вынуждены ходить в школу и обратно местные детишки, поскольку тротуара здесь нет и не было. Протяженность улицы Картоева почти 1,5 километра. Всем селом мы просим, чтобы нам отремонтировали эту дорогу по улице Картоева и связали его с улицей Газдиева. Улица Муружева там проходит, и этот автобус может свободно, круговое движение, аккуратно выехать, забрать всех людей и отвезти на Назрань. Очень мы просим, вот люди все просят. Водитель автобуса, который говорит, я туда поеду, туда не поеду, сразу Балхарчева вез. Хозняк больше скорость вывез 60 км в час или там сколько. Нек му были, шорти го вывез. Но он не имеет права, нек му были аж из отцов, конечно, надо быть. Поэтому не водитель определяет маршрут, а водитель определяет маршрут. А когда заводы живете, вот общественный совет для этого, юрта вы для этого. Ингуш автотранс хавелопус, сход должен ахвавел. Почему? То есть вопрос решать на раз-два. Что конечно, там даст мало водителей, вы все уже гласят. А царката хули жему кванарда арбиан, да надо больше, а мы хочем. Дорога превратилась в полосу препятствия, яма на яме там. Там недавно мы сделали воду и вообще его разбили. Вот. Я понимаю, вот сейчас мы посмотрим, ну, а вы или асфальт, или грунтовую дорогу. Вот это тоже решаемый вопрос. Рассказали на сходе и про местный мост, который представляет опасность. По словам местных жителей, он слишком узкий и не дает возможность разъехаться нескольким машинам сразу. Вынос из Плиева на федеральную дорогу. Из Плиева на федеральную дорогу Лазиква тоже оттуда выезд сделать, тоже там мост, тоже предусмотрите это все, программу заложите и посмотрите, что можно там сделать. Помимо просьб, местные жители выразили благодарность Юнузбеку Евкурову за все изменения, которые произошли и происходят не только в их селе, но и в республике. Рашид дизель дурш, вей хулш хули, де удивляй мэтр вей хархудатсу. В завершении встречи глава республики ответил на ряд вопросов, касающихся развития сельского поселения, которые поступили к нему в письменном виде. Детский сад, когда будет построен, ну уже все, долендали, уже за капсулу заложили, воскресенье начинают и к концу года долендали чакагишан. Строительство школы в районе новостроек. Здесь я пока ничего не скажу, поэтому еще раз говорю, по радиусу нахождения школ, по местам, по количеству, и вот так мы школы строим. Потому что точно пока не планируется, но нам надо другие села, где на остров нуждаются, вот это закрыть.
Но дальше надо посмотреть, где там как. Будет ли проводить работу по линии Минсельхоза по программе устойчивого развития сельских поселений? Только что сказал. Эту работу надо продолжить, в том числе и берегоукрепительные работы, в том числе и ФАП, и Дом культуры. Нет, ФАП мы строим по линии Минсельхоза. И вот то, что я говорил, по мостам провести работу. Ну и, конечно, вот та поддержка специалистам на селе, которая должна быть тоже поработать здесь, она будет продолжаться работать. За 2 часа общения жителей села с главой Ингушетии были заданы несколько десятков вопросов. На подобных встречах, как подчеркивает Юнусбек Евкуров, важно каждое мнение. Ведь это означает, что жители болеют душой за развитие своего сельского поселения. Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24. В осеннюю призывную кампанию на срочную службу из Ингушетии отправится 300 молодых ребят, что на 100 человек больше, чем в прошлом году. Об этом в ходе встречи с Юнусбеком Евкуровым доложил новый военный комиссар республики Тимур Мистоев. Осенний призыв стартует 1 октября. Руководитель ведомства также рассказал, что молодые ребята будут служить в различных родах войск и в различных округах, в том числе в воздушно-десантных войсках, военно-воздушных силах, сухопутных, железнодорожных войсках и Нацгвардии. Также Тимур Мистоев отметил, что в процессе отбора призывников большое внимание будет уделено военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также физической подготовке. Надо акцент делать на Министерство образования, где уже поэтапно, по классам надо будет какую-то работу проводить. Я думаю, где-то уже у меня есть какие-то наработки, потому что я и работал в Горском кадетском корпусе, как бы сталкивался с этой проблемой. Я думаю, здесь надо ее как бы более расширить. И эту работу, наверное, обязательно надо будет проводить, потому что надо будет нашу молодежь привлекать, чтобы они были заинтересованы, вот как и подчеркнул глава, именно и не только в учебе, но и в спорте, потому что немаловажно при поступлении в высшее военное учебное заведение, это мы, как все знаем, что спорт – это одна из ключевых вопросов, где при сдаче экзаменов, помимо ЕГЭ, там и, естественно, вот этот профотбор идет. Поэтому, я думаю, мы плотно будем работать с Министерством образования Республики Ингушетия, плотно будем работать с военно-учетными столами в районах, глав городов, районов. Акцент сделал глава, я думаю, будем выполнять. Юнусбек Евкуров поздравил Тимура Мистоева с назначением на ответственную должность. Руководитель субъекта дал ряд поручений, в том числе провести аттестацию всего личного состава комиссариата, так как, по его мнению, не совсем качественно ведется работа по подготовке молодых ребят к службе в армии. Также глава региона попросил взять на особый контроль процесс прохождения службы в армии, находиться в прямом контакте с командованием воинских частей. В каком состоянии находится военкомат республики и районный военный комиссариат. Это раз. Второе, провести аттестацию среди всего своего личного состава. Не совсем качественно, казалось, ведется работа, в том числе по подготовке молодежи к службе в армии, по работе по отбору для службы в контрактной системе. Ну, естественно, особо это подготовка и популяризация учебы в высших военно-учебных заведений. Даже тот же кадетский корпус, который мы там командовали, вы помните, что 90% гражданские вузы. Это отсутствие должного внимания военного комиссариата и районных военных комиссариатов. Очень тщательный контроль личный по отбору нашей молодежи для службы, срочной службы призывников, начиная от до призывной подготовки с 9 класса. Для этого у нас есть и 126-й полк Росгвардии, для этого у нас есть Троицкий гарнизон, то есть там проблем нет. И надо создать программу, хотя она есть уже программа, уточнить эту программу, посмотреть, чтобы ребята, которые хотят служить в армии, срочно, чтобы они проходили определенную ступень. И какую-то там огневую подготовку, строевую подготовку, там, знание устава, там, то есть то, что прописано там по всем нормативам, и особенно там физическая подготовка.
Все, кто фактически проживает в районе башенных комплексов, будут в обязательном порядке переселены. Такое заявление глава Ингушетии Юнусбек Евкуров сделал в ходе совещания в Магасе. Глава региона дал поручение составить план и разработать схему переселения лиц, проживающих в непосредственной близости к башенным комплексам. По закону до 300 метров от башни никто не имеет права заселяться. Глава дал указание до 30 мая 2019 года все семьи переселить из охранной зоны, но при этом всем должны компенсировать материальный ущерб и расходы. По мнению главы региона, каждый имеет право поехать к башням со своей семьей, друзьями и гостями, при этом соблюдать правила этикета. А представители тейпов могут ездить к своим родовым башням, проводить сходы и субботники. Еще одна благоустроенная дворовая территория. На этот раз федеральный партийный проект «Единая Россия. Городская среда» реализован во дворе одного из многоквартирных домов селения Али-Юрт. Открытие детской площадки прошло в торжественной обстановке. Радость с местными жителями разделила и наш корреспондент Дана Плиева. Танцы, песни и воздушные шары – все, что нужно для праздника. Именно так жители сельского поселения Али-Юрт отмечают открытие новой благоустроенной площадки во дворе одного из многоквартирных домов. Местные жители говорят, что около 20 лет их двор, похожий на пустырь, ничем не радовал. Его благоустройство стало возможно благодаря реализации федерального партийного проекта «Городская среда». У нас была обустроена детская площадка, беседка, подъезды асфальтированы, парковочные места. Ну и самое главное, сейчас мы огородили, так сказать, дворовую территорию. Теперь уже, кроме самих жителей, сюда и бродячий скот, и остальные помехи не будут создаваться на территории у нас благоустроенной дворовой территории. И жители уже смогут поддерживать и осуществлять порядок на своей собственной уже территории. Радость от преобразившегося двора жильцы дома не скрывают. Лида Евлоева, к примеру, не сводит глаз с детской площадки. Красиво и ярко оформленный уголок с песочницей и горкой сразу полюбился ее внукам. Говорит, что это большой подарок не только для них, но и всех детей этого дома. Домик биришты хозмалду адикмалду хамдят хозагмышт дидес чахосоты тхона да родительшт так биришты да внукш внучка жмелду кутхабтха даха арах бали хад мабаги чах хадбаха е чах хосхи тижи чах дугоздян бардалши садолчин визиндял сдагдеха. Мне очень нравится эта беседка и детская площадка. Они очень интересные, на них будет интересно заниматься, и мне будет здесь очень весело. Спасибо за этот важный и нужный для нас подарок. Я уверена, что мы все будем сюда приходить и уходить с радостными моментами. Проект «Городская среда» в нашей республике успешно работает с прошлого года. Большая часть средств на благоустройство дворовых территорий выделяется из федерального бюджета. И любые изменения происходят с учетом мнения самих жильцов, которые, по словам главы Назранского района, теперь должны содержать все в чистоте и порядке. По всему району, по всей республике комфортная среда, городская программа. Я حبيب والبوخ لوربي بيس يرليل بي بيس حبيب عوض بيش بالج بحثونا بيت حياة بيس يرلوربي بيس ليل بي بيس أنا أشي أوز زنيمات الدر أوز ديونا باخ برج بي ديزل بو بي نخ بو بي بيرج ده دال موجود ماشي دوج بركتي دوج باخ خلب دين ليل دي يحتو خلب. В завершении представители партии «Единая Россия» и местной администрации посадили во дворе молодые саженцы, под ветвями которых уже через каких-то несколько лет можно будет посидеть в тени или укрыться от дождя. Дана Плеева, Марбек Миржоев, Новости 24. Сегодня в республику прибыли участники международной научно-практической конференции, посвященной столетию Государственной архивной службы России и 25-летию Госархива Ингушетии. Тема конференции – роль и значение архивов и архивных документов в сохранении исторической памяти народов России и Кавказа. Работа научного форума будет разделена на 3 тематические секции. В рамках конференции для гостей подготовили культурную программу с экскурсией в горы, концертом и знакомством с национальной кухней. Конференция будет проходить с 24 по 27 сентября. Завтра начинается деловая часть. А сегодня для участников конференции провели экскурсию в мемориальном комплексе жертвам репрессий. Здесь, в музее под открытым небом, делегация в сопровождении экскурсовода познакомилась с историческими памятниками Ингушетии. Такого плана масштабной конференции у нас в республике за эти 25 лет не проводилось.
которая вот конкретно касается архивов и архивного дела. 107 авторов, сборник конференции уже нами издан в рамках этой конференции из 35 регионов России, а также ряда стран ближнего зарубежья. То есть такой очень масштабный у нас этот проект получился, научной конференции. Здесь принимают участие в конференции не только историки, не только архивисты, но и представители смежных гуманитарных специальностей, в том числе это и филологи, политологи, этнологи, даже есть и правоведы, есть и экономисты, естественно, наши, значит, близкие друзья, коллеги, музейные работники, библиотекари. То есть такой вот довольно-таки предельно широкий у нас формат. В Госдуме готовится ко второму чтению законопроекта об изменениях в пенсионной системе. В Нижнюю палату поступило почти 150 поправок. Самые важные из них – 9 президентских, которые предусматривают в том числе защиту трудовых прав людей старшего возраста. Госдума поддержала инициативу главы государства о введении уголовной ответственности за отказ принять на работу или необоснованное увольнение тех, кому до пенсии осталось меньше 5 лет. Также накануне депутаты подробно обсуждали вопрос о льготах в виде раннего выхода на пенсию людей творческих профессий. Например, артистов балета, которые уже в 35 лет не в состоянии выполнять нужные элементы в танце. Это касается и работников цирка, и других творческих специальностей. Предложение в виде поправок ко второму чтению правительственного закона об изменении пенсионной системы в Нижней палате принимали до 24 сентября. Второе чтение правительственного документа состоится 26 сентября. Заветная корочка во взрослую жизнь. Сегодня в торжественной обстановке документы о высшем образовании получили сотни выпускников Института экономики и правоведения. На вручении присутствовали почетные гости, представители Южного федерального университета и весь педагогический состав. Подробности у Заремы Евлоевой. Каждый студент буквально с первого курса мечтает о том дне, когда получит заветный диплом. Сегодня этого счастливого момента дождались выпускники Института экономики и правоведения. В актовом зале вуза чествуют специалистов и бакалавров, окончивших вуз на хорошо и отлично. В числе тех, кто в студенческие годы зря время не терял, отличница и умница Тамара Евлоева. Уже на втором курсе девушку пригласили на работу в родной вуз. Я хочу в дальнейшем здесь работать, карьерный рост как-никак поднимать, стать в дальнейшем, может, преподавателем. На сегодня я методист. Меня все устраивает. На вручении традиционно присутствуют преподаватели для того, чтобы в последний раз сказать напутственные слова своим воспитанникам. Но самое главное, наверное, чтобы эти дипломы вам дали путевку в вашей жизни, профессиональной вашей жизни, благополучие вашим семьям, чтобы каждый из вас, своих младших, также отправлял в этот институт, дабы этот институт должен процветать. В числе почетных гостей института кандидат юридических наук, представитель Южного федерального университета Владимир Ракуц, который также присоединился к поздравлениям. Я хочу пожелать вам самого наилучшего. И хочу напомнить только, что диплом, это очень важно, это возможность, как уже было сказано до этого. Но реализуется ли эта возможность во что-то более высокое, в профессиональный какой-то успех, карьеру, зависит только от вас. Наберитесь сил, терпения. Не забывайте все то, что вам было дано в этом вузе. Я уверен, очень достойно. Почему? Потому что 25 лет существует вуз. Это очень серьезный показатель. Первых студентов Институт экономики и правоведения принял еще в 1993-м. С тех пор вуз выпускает специалистов по двум направлениям – юриспруденция и экономика. Не так давно институт успешно прошел очередную государственную аккредитацию образовательной деятельности на 6 лет. Наши студенты работают, в принципе, во всех структурах, и в республике, и за пределами республики. У нас есть и в судах, и судьи есть у нас, и в прокуратуре, и в МВД. Практически в какую бы организацию ни заглянули, мы можем встретить наших юристов, экономистов, которые работают. Вуз ежегодно выпускает сотни студентов. Краснодипломница Айна Гайтукеева уверена, учиться никогда не поздно. По первому образованию она физик, имеет кандидатскую степень, а через много лет решила освоить право. И сделала это более чем успешно. Захотелось как-то разнообразить и пойти учиться, самой сидеть в роли студента, и такого рода
Получилось, получилось, как вы видите, закончили мы с отличием. Было бы нам некомпетентно как-то закончить по-другому. Красный диплом как гарант преимущества при трудоустройстве – цель любого серьезного студента. Особенным стимулом служит программа в Ингушетии, направленная на трудоустройство всех краснодипломников. Но цвет диплома ничего не значит, если каждый не будет получать удовольствие от своей работы. Зарима Ивлоева, Асхаб Белакеев, Новости 24. В России в ближайшие 2 года создадут дополнительные места в яслях. Об этом заявил Владимир Путин на втором Евразийском женском форуме. Президент России отметил, что почти во всех субъектах страны обеспечена практически 100% доступность мест в детсадах. Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в России в период с 18 по 20 годы построят 729 детсадов в 82 регионах страны. По ее словам, федеральное финансирование определено в размере 24,5 миллиардов рублей ежегодно. Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент заявил о необходимости обеспечить все российские семьи с детьми местами в яслях и отметил, что за 3 года необходимо создать более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи, по его словам, регионам выделят 50 миллиардов рублей из федерального бюджета. Для лучшего урожая землю следует пахать осенью. Этого правила придерживаются опытные аграрии из ГУП «Амагаз». На полях унитарного предприятия, кроме пахоты, активно идет и посевная кампания. Для озимых культур необходимо обработать 400 гектаров земли. Для завершения всех работ в срок задействована техника, рабочие руки и качественные удобрения. Подробности в репортаже Жаридат Халухоевой. Кажется, только что отзвенела уборочная страда, уже вовсю идет посевная. Все тот же рапс и зерновые культуры, но с дополнением озимые. В ГУП «Амагаз» работа началась несколько дней назад. На 400 гектарах земли 5 единиц техники. К примеру, на этом поле в 72 гектара работает только одна сеялка, которой вполне достаточно. Самые востребованные работники в хозяйствах – механизаторы. Магомед Салик Адзоев в этом ГУПе трудится всего год. Каждое свое утро встречает на поле и проводит здесь целый день. Говорит, что сейчас горячая пора. Посев озимых культур не прекращается ни на минуту. С 82 года вот лето сбогбеш. Так, и лето сухо мел, оргл ахдесхо, мел аздесхо, озима, весенний, осенний, разные лето. Так. Я лето шанс, эхо, дуэш, шанс обработки, шанс дадимат здесь, кишты отхля. О, но осел досхо, и запчасти, что техник, социальный, и шан, кейт хакай. Так, дегран бог бежок, шан мгоя техники. О, социальный, аляр хадиш, о, бог хабур. Закончив один круг, механизаторы заезжают на следующий. За трактором тянется прицеп. Сеялка, техника равномерно, буквально по зернышку закладывает в почву будущий урожай. В ГУПе уже засеяли 40 гектаров озимого ячменя сорта «Хуторок» из планируемых 200. От зернышка к зернышку качество злака проверено годами. Именно этот сорт здесь сажают десятки лет подряд. С 1 гектара получают до 30 центнеров озимой культуры. Диксорт есть весик рейнированный, весик хакулыжи сюда чего. Дик мог бы сюда шли убос. По срокам мы сроки حال دادونت درمان توش دادوخی خنا دادین داده تاخیر مقام عدین شلته عیره خنا کشنی اون خود شلته عیره لونگ آلده خاشته عدیب کولر فازی کشنی کشتیچه دیار لونگ آلده دیدیب کول. Климат позволяет культуре не только перезимовать, но и ускорить селекцию в 2 раза. Выгода при минимальных затратах. Пройдя 3 круга, трактористы возвращаются назад. Здесь у них своего рода заправочная станция. Технику заправляют топливом, а сеялку зерном. Одновременно с удобрением земли на другом участке площадью 50 гектаров проводят культивацию. Завершить обработку аграрии планируют в течение 3 дней. Затем приступят уже к посеву озимых культур. 150 уже янитка обработки. Анди поле рабялчишь. Поле от 10 гектаров 20 десяток. Удобрение. Айту. Значит, подкормка же ай. Азим что. Уз мог тоже добить.
Тракторы, комбайны, прицепной инвентарь – вся необходимая техника здесь есть. Закончить все возимых на полях планируют уже к концу октября. Тем более, что погода аграриям только благоприятствует. Жарадат Хулхоева, Рамазан Зурабов, Новости 24. Госдума приняла в первом чтении проект закона о сроке уплаты штрафов ГИБДД со скидкой. Правительственный документ предполагает возможность продления 20-дневного срока для оплаты штрафа ГИБДД в размере половины наложенного штрафа, если соответствующее почтовое отправление поступило после указанного срока. Как отмечают в правительстве, предполагаемые законопроектом решения не повлияют на достижение цели государственных программ, а внесение проектируемых изменений не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета. Переходить дорогу только по зебре, обходить автобус с задней стороны, носить светоотражатели на одежде и быть предельно бдительными на улицах. Это лишь малая часть правил дорожного движения, которых должны придерживаться дети. В первую очередь ответственность по обучению таким правилам ложится на родителей. О мерах осторожности юных пешеходов на дорогах регулярно напоминают и сотрудники ГИБДД. Очередной профилактический рейд прошел в Назране. Слово Руслану Албагачиеву. Наверняка вы не раз наблюдали, как взрослый, держа за руку малыша, перебегает дорогу на красный сигнал светофора. Жителям больших городов постоянно не хватает времени, и несколько сэкономленных секунд зачастую становятся приоритетом. Однако детям не так просто принять двойную мораль. Родители учат их всегда соблюдать правила дорожного движения, при этом сами могут их время от времени нарушать. Помните, дети очень восприимчивы и быстро усваивают взрослое поведение. Приучайте малыша к осмотрительности с самых ранних лет. Переходя дорогу, каждый раз комментируйте свои действия. Остановившись у края тротуара, посмотрите налево, затем направо и объясните ребенку, для чего вы это делаете. Даже если вы переходите на противоположную сторону улицы, по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора, не забывайте оглядываться по сторонам. К сожалению, уровень автомобильной культуры в нашей стране недостаточно высок, и некоторые водители на красный сигнал светофора не останавливаются. В городе 40 или 40, 50 или 50. Красный, зеленый исполнять здесь. Пешеходный идет дорога, всех целых. Здесь. Даже какие-то зеленые хасагасы, пешеходные дороги, лори есть, они отсюда дук бирж, ардиан, 10 двин, дук лилиш, год мотит, сдался, должен далеко соблюдать правила дорожного движения. Ежедневно по городу идут тысячи людей и ездит не меньшее количество транспорта. Чтобы в городе царил порядок, автомобильных аварий было меньше, пешеходы обязательно должны придерживаться правил и знаков дорожного движения. Подрастающих малышей важно обучать правилам дорожного движения, чтобы быть спокойными за них, когда они выйдут на улицу без родителя. Родители, которые не имеют возможности постоянно контролировать передвижение ребенка со школы или в школу, должны провести ряд серьезных бесед, в которых нужно объяснить все самое важное, что касается безопасности подростка на улице. Это знак перехода. Всегда дяхдулдис, а так все равно дяхдулшхот, что дидис. Надо подождать, пока все машины остановятся. Первое, что должен знать ребенок для безопасного передвижения по городу, это правила дорожного движения. Эти правила должны быть известны малышу с самого раннего детства. Можно назад ребенка посадить? Назад ребенка посадить. Камхала. По чтению нами проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети». Оно приурочено как раз к началу нового учебного года. Проводятся профилактические беседы с детьми в школах, проводятся родительские собрания. Мы хотим донести до того, чтобы дети, родители знали и повторяли правила дорожного движения по дороге в школу. Мы повторяем их не маршрут дом-школа-дом, для того, чтобы ребенок выбирал свой безопасный путь, ни в коем случае не нарушал и не являлся участником ДТП. Важно знать, чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации, ребенок должен понимать, когда автомобиль становится опасным. Машина не может остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. Руслан Албагачиев, Рамзан Зурабов, Новости 24.
С каждой схваткой все ближе к успеху. 28 сентября в Казани свой очередной бой проведет ингушский боец смешанных единоборств Али Албагачиев. За плечами файтера уже 5 триумфальных поединков. Предстоящий бой для него станет большим шагом к титулу чемпиона в организации М1. О том, как складывается карьера перспективного бойца и об ожиданиях его земляков от грядущего спортивного шоу в сюжете Тамерлана Хамхоева. Чуть больше 1,5 лет назад на битве в Назране малоизвестный в кругах ММА Али Албагачиев впервые вышел в рейдж. Тогда единогласным решением судей была одержана зрелищная победа над Тамерланом Давлетмирзаевым. С того момента и началась карьера ингушского бойца в М1. Победу одержал боец в красном углу рейджа Али Албагачиев, Республика Ингушетия. 5 поединков, 5 побед. Цифры впечатляющие. 2 победы одержаны судейским решением, 2 сабмишеном и 1 нокаутом. Это говорит об универсальности Али Албагачиева. Самое главное то, что на достигнутом наш земляк не останавливается. Постоянное совершенствование своих навыков – одна из отличительных черт Албагачиева. Первым приехать на тренировку и последним уйти из зала – это про него. Потому и рекорд 5-0 неудивительный. Хамзат Дадаев, Филипп Нарижный, Руслан Хисамуддинов, Расул Магомедов. Так выглядит список поверженных Албагачиевым бойцов. Крайний его поединок против Расула Магомедова выдался очень зрелищным. Одержав победу нокаутом, Али приблизился к титульному бою в легком весе. Я представляю Республику Ингушетия, а не конкретный клуб. Слова Албагачиева, которые запомнили поклонники ММА. Многочисленные родственники торжественно встречают Али каждый раз после его очередной громкой победы. Мы все помним, как Алик начинал свою карьеру в ММА, то есть у нас в республике, это было где-то года 3 назад. И в этот период многие тренеры-эксперты говорили, что Алик очень целеустремленный и очень перспективный боец. И с каждым боем он начал это доказывать, показывал очень красивые поединки. И со временем Алик еще нужно выделить тот момент, что Алик потянул очень сильно ударную технику и партер. И с каждым годом мы видим, что он набирает все больше оборотов. И с каждым поединком мы видим, что он более увереннее себя чувствует в рейдже. И сейчас, 28 сентября, в Казани он проведет, наверное, на мой взгляд, самый важный бой в своей карьере. То есть, как мне сказали, что это предтитульный поединок. Если он сейчас выиграет Павла Гордеева, то мы уже можем с уверенностью говорить о том, что Алик проведет следующий бой за титул чемпиона. В рейдж против Албагачиева выйдет серьезный файтер Павел Гордеев, идущий на серии из 4 побед подряд. Прогнозы в ММА делать не любят, однако можно предугадать ход поединка. За Алика, естественно, это как член нашей семьи, да, нашего тейпа Албагачиев. За него, безусловно, мы болеем всей семьей. Отец очень даже гордится тем, что у нас есть такой вот, да, молодой человек, который, я уверен, поднимется на высшую ступень пьедесталов. Итак, 28 сентября, Казань. До старта турнира М1 Challenge 97 времени не так много. Не пропустите самое интересное. Будем болеть за нашего земляка. Тамерлан Хамхоев, Новости 24. Обитатели самого глубокого озера в мире Байкала теперь в Ингушетии. В регионе проходит уникальное водное шоу. Главные артисты – байкальские нерпы. Единственный способ познакомиться с этими тюленями – посетить зрелищно-познавательное водное шоу. А вот увидеть этих животных в естественной среде обитания практически невозможно. Дрессированные нерпы очень сообразительные, умеют танцевать, рисовать и даже петь. Репортаж Микаила Тангиева. Вместо сцены большой бассейн, да и артисты здесь совсем необычные. Морских трюкачей зрительный зал встречает с большим восторгом. Тайсон, Крош, Злата и Ариэль танцуют ламбаду, рисуют картины в стиле абстракционизма, нерпы собирают аншлаги. Кажется, их таланты безграничны. Главные зрители на открытии аквашоу байкальского нерпинария – маленькие дети. Многие из них впервые в жизни видят этих необычных животных. Каждый хочет подойти и погладить морского обитателя. Им также дали возможность самим поучаствовать в шоу.
Организаторы водного шоу исполняют мечты детей в каждом городе, куда приезжают. Добрую традицию решили продолжить и в Ингушетии. Знакомство с морскими обитателями вызвало у ребят массу позитивных эмоций. С кем ты пришла сегодня? С мамой. Скажи, а что тебе здесь нравится или не нравится? Да, мне нравится, как они танцуют. Что тебе больше всего понравилось здесь? Как нервы рисовали. Тебе нравится здесь? Да. Забавных нерв привезли прямиком с озера Байкал. Основная цель артистов шоу – показать людям, насколько это уникальные животные. Нервы легко обучаемы, если найти к ним правильный подход. Они и танцуют, и поют, но только пока не говорят, но и этому тоже научим, шутит тренер. Мне очень понравилось, что зрители очень активные, с характером, экспрессивные. Это очень нравится, и шоу становится динамичным. В контактном режиме все рядышком, близко, чтобы можно было на расстоянии вытянутой руки на них посмотреть, заглянуть в эти большие красивые глаза и зарядиться этой энергией. Ребята находились почти час в компании этих удивительных животных. Инициатором приезда водного шоу в нашу республику стал местный житель города Назрань Абдулла Катиев. Обратившись с этим вопросом в мэрию города и обсудив все детали, он получил положительный ответ. Для того, чтобы наши дети увидели этих байкальских нерв, чтобы наши дети знали, что это такое, не только по телевизору, не только по рассказам, а чтобы они могли завтра, когда вырастут, в других регионах могли сказать: мы вживую видели, у нас в республике было такое шоу водное. Нерпинарий будет радовать ингушских зрителей до 14 октября. Абсолютно каждый житель республики может приехать и получить массу положительных эмоций от водного шоу. Приглашаем вас на наше замечательное представление посмотреть на настоящих байкальских нерв. Касса работает ежедневно с 10 до 7 часов. Ждем вас каждый день, кроме понедельника и вторника. Будем рады видеть вас всех. Михаил Танги, Рамзан Зурабов, Новости 24. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.